Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вита Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Александр Сатыров, заместитель директора Института развития профессионального образования. Александр Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. И Марина Михалева, специалист Института развития профессионального образования. Марина Владимировна, добрый день. Добрый день. Вы являетесь организаторами республиканских комплексных интеллектуально военизированных соревнований, которые называются «Патриот», и пройдут они 20 и 21 февраля. В общем-то, по этому поводу мы сегодня с вами и собрались для того, чтобы рассказать о целях этих соревнований, о целях этого мероприятия. Ну и, наверное, правильно будет начать с истории. Как давно проводятся такие соревнования, какова их цель и каковы успехи тех, кто в них участвует? Здравствуйте, уважаемые зрители, радиослушатели. Наши игры «Патриот» начинают свой отчет с 2021 года, когда коллектив транспортного техникума, который располагается в Нижнем Бестяхе, решил организовать для своей группы, для заречной группы ЛУСов, такие вот интеллектуально-спортивные соревнования для молодежи. И вот уже мы четвертый год, получается, в этом году организовываем финал на базе Черепчинского аграрно-технического колледжа, мероприятие для военно-патриотических клубов, которые у нас функционируют в системе среднего профессионального образования уже третий год. И чтобы наши студенты, молодежь имели возможность не только учиться, но и гармонично развиваться, в том числе по патриотическому направлению. Гармонично развиваться, что вкладывается в это понятие, что приобретают те, кто приходит на эти соревнования, и насколько они популярны среди студентов и участников профессиональных учебных заведений? Ну, мы ежегодно видим, что количество команд у нас возрастает, тем самым действительно спрос есть, интерес со стороны студентов. Так. А чему вот они там научатся? Вот студенты пришли, да, в эту игру, в эти соревнования. Что укрепляет их соревновательный дух? Как они сами считают, для чего им это нужно? Что они приобретут в итоге? Ну, конечно, закладывается основы, скажем, военной подготовки. Если мы помним, что в советское время был такой предмет, как начальная военная подготовка. В современное время это до прошлого года назывался предмет «Основы безопасной жизнедеятельности», сейчас называется «Основа безопасности защиты Родины». А он также, этот предмет, сейчас есть в профессиональных образовательных учреждениях? Да, с 1 сентября вот это прошлого года, текущего учебного года, во всех школах и также колледжах, техникумов предмет «Основа безопасной жизнедеятельности» заменен, теперь называется «Основа безопасности защиты Родины». Также в соответствии с положением данных спортивных игр у нас строевая подготовка, сборка-разборка автомата, смотр песни из строя. Поэтому для парней, которые в большинстве своем, значительная часть выпускников колледжа техников уходит в армию, для никого не секрет, и уже имея навыки основ военной подготовки, конечно же, легче себя уже применить свои полученные знания в колледжах, в армии, может быть, в силовых структурах. Я училась в советской школе в прошлом столетии. У нас действительно был такой предмет, начальная военная подготовка. И раз такой предмет остается и сегодня в школах и в образовательных учреждениях, то тогда зачем нужны такие соревнования, такие игры? Или именно потому, что такой предмет существует, есть в чем соревноваться? Или на соревнованиях на этих еще дополнительно они получают какие-то навыки более такие глубокие, серьезные? Ну, по содержанию самих конкурсов может Марина Владимировна сказать, да? Из каких этапов состоит? Да, конечно. Соревнования наши состоят из двух этапов. Это отборочный и финальный этап. Отборочный этап включает в себя интеллектуальный этап и смотр песни из строя. Каждый год ежегодно у нас содействует музейный комплекс «Россия. Моя история». Они, например, разрабатывают викторину. В этом году Олимпиада была посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Якутская кадетская школа-интернат, они
смотрели у нас смотр песни из строя. Всего в отборочном этапе приняли участие 28 профессиональных образовательных организаций. Это значит 280 обучающихся. И по итогам отборочных испытаний на финал, то есть 20-21 февраля, примут участие на финале 15 профессиональных образовательных организаций, это 150 участников. География очень обширная. Студенты приедут к нам, с Мирного, к сожалению, не приедут, но они попали в финал. Мирнинский регионально-технический колледж, так, Сунтарский УЛУЗ, Вилюйский, Верхневилюйский, Нерингринский район, Намский и Покровский колледж приедут. И состязания начнутся. Состязания состоят из 3 блоков. Первый блок у нас военная подготовка, куда входит смотр песни из строя. Также викторина на знание армейских и корабельных званий Российской Федерации. Так, второй блок у нас военизированная эстафета, куда входит, вот Александр Вячеславович сказал, да, про разборку автомата, переноска раненого, перетягивание каната. И в этом году мы добавили еще 3-й блок, это соревнования по беспилотным летательным аппаратам. И этот блок будет оцениваться вне зачета, ознакомительный блок мы добавили в этом году. А это будет проходить на территории? На базе Чурапчинского аграрно-технического колледжа, которые в прошлом году получили гран-при, они победители прошлых игр. То есть такое количество детей, да, с преподавателями, они будут уезжать из Якутска, да, и из других городов будут уезжать, это село же, да, Чурапча? Да. А почему не в Якутске, интересно, как? Как Марина сказала, победитель прошлой игры автоматически становится соорганизатором вот так. следующих игр. В прошлом году это был Чурапчинский колледж, поэтому финал проходит у них в эти дни. У них если победит кто-то из другого, там, из Мирного, например, да, или из Якутска команда победит, то значит уже следующие игры будут на территории какого-то другого муниципалитета. Да. Этого города. Может быть, вы подробно расскажете о том, как проходят игры, и если они так далеко проходят, то значит родителям сложно туда приехать, да, сложно прийти, например, одноклассникам, да, то есть тогда закрытые такие мероприятия, и некому даже поболеть будет. Всего соберется 140 студентов, 26 руководителей, и если говорить о судейской коллегии, например, да, из судейской коллегии в этом году вошли сотрудники отделения вневедомственной охраны по Чурапчинскому району, преподаватели по физической культуре Чурапчинского аграрно-технического колледжа, и по традиции главным судьей будет выступать представитель с Якутской кадетской школы-интернат. Ребят, студентов разместят в общежитии и на базе Чурапчинского аграрного технического колледжа. Также 2 дня они будут соревноваться, и 21-го они уже будут услышат, кто станет победителем. У нас как раз во втором блоке будут гости, да, из Чурапчинского аграрного колледжа, и они, наверное, тогда подробно, да, расскажут. И я уже видела, какие они пришли нарядные, красивые, сами участники, да, одни из участников соревнований. Это все так выглядят участники, все они в такой красивой форме? Да, они все в парадной форме придут, и у каждого военно-патриотического клуба есть свои знаки, флаги, эмблемы, и они все в такой военной форме и придут на соревнования. Это условия конкурса, чтобы, соответственно, каждый колледж, каждая команда имела свой собственный бренд, скажем, бренд своего военно-патриотического клуба. А какие учебные заведения вот именно из Якутска обычно участвуют? Или один год одни участвуют, другой год другие, или каждый год может участвовать одно и то же учебное образовательное учреждение? С Якутска каждый год, в основном география, она такая полная, но в прошлом году, например, участвовали 27 профессиональных образовательных организаций, в этом году 28. С каждым годом количество профессиональных образовательных организаций, которые принимают участие, увеличивается, и к чему мы очень рады, да. А какие назовите? Интересно же, кто именно участвует. Например, я там знаю колледж связи, да, потому что мы имеем к нему отношение.
Ну, постоянно вот участвует, например, Якутский педагогический колледж, Вилюйский педагогический колледж, Намский педколледж тоже каждый год участвует. Так, Якутский сельскохозяйственный техникум постоянно участвует. А Северо-Восточный федеральный университет? Это соревнования для студентов профессиональных образовательных именно. организаций. Да, в структуре СФО есть колледж инфраструктурных технологий, но, к сожалению, что их не видно, возможно, благодаря такому вот освещению, таким передачам, они создадут свой клуб патриотический и начнут выступать наравне с нашими колледжами. Ну вот как раз смотрите, потому что вы перечислили в основном, да, из районов республики, а из Якутска вот получается как-то не особенно, да, вот вы назвали учебные заведения. Может быть, сейчас нас посмотрят преподаватели или директора учебных заведений, средних, да, образовательных учреждений, и они захотят подать заявку. Почему бы нет? У нас в системе функционирует 43 колледжи техникума, из них наших коллег по Министерству образования и науки, которые мы представляем, 33, все остальные 10, получается, находятся в ведении других министерств, ведомств, либо они являются негосударственными, то есть частными. Может быть, сложновато в этом конкурсе участвовать, что нужно, например, приобрести вот такую красивую форму или еще какие-то есть условия, которые, может, не всем по силам? Что нужно для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, в этих соревнованиях «Патриот»? Ну, во-первых, у вас должен быть официально созданное объединение, военно-патриотический клуб. Обязательно на территории этого учебного заведения? Да, должен функционировать данный клуб. Потом подается заявка, проходится дистанционный отборочный этап. Вот Олимпиада на знание истории России. В этом году это 80 лет Победы, да, связано. Ну и видеовизитка, скажем так. На основании этих двух мероприятий дистанционных и формируются команды финалистов, которые в этом году прошло 15 команд, но одна не приедет по Но это, получается, в основном команды из районов, а из Якутска тогда, получается, не так много. А хотелось бы, чтобы из Якутска было больше. Вот мне, например, как жителю Якутска. И чтобы следующие соревнования прошли в Якутске. Вам бы так не хотелось? Конечно, и вам, организаторам, проще, да, никуда не нужно ехать. Конечно, проще с этой стороны, чтобы все проходило в местах, где есть много транспорта, скажем, да. Ну да, и столица все-таки как-то будет. Легко добраться. Да. Но, возможно, у меня сейчас просто нет информации, возможно, они не смогли пройти отборочный этап, прошли более подготовленные. Возможно, там были, потому что 28 организаций, это достаточно, это большая половина всех колледжей техников, функционирующих в нашей республике. Но явно до половины там должно быть из города Якутска. Ну да, наверное, если акцент на республиканский конкурс, да, тогда, конечно. Может быть, вы что-то хотите еще добавить? Да, конечно же. У нас в третьих играх, тоже в прошлых играх, которые мы проводились на базе Вилюйского профессионального педагогического колледжа, по их инициативе третьи игры «Патриот» были посвящены их студентам, да, их выпускникам, которые, к сожалению, погибли в зоне СФО, были посвящены. С того момента, то есть было решено, что все игры будут посвящены участникам специальной военной операции, и в этом году они уже посвящены выпускникам, студенту Череповецкого колледжа, ну и педагогу Череповецкого колледжа, которые, к сожалению, пали в зоне СФО. Это педагог Карпов Эдуард и студент-выпускник Авсентьев Альберт. Так тяжело, конечно, что такие молодые мальчишки, и вот так жизнь только началась. Это, конечно, очень сложно. Вообще сложно это воспринимать такую даже информацию. И сталкиваться с ней лично, конечно, не приведи Господь, но сейчас такое время. Марина Владимировна, может быть, вы что-то хотите добавить, потому что я, возможно, своими вопросами вас увожу от той информации, которую вы сегодня хотите озвучить для большой аудитории. Ну, на базе наших профессиональных образовательных организаций функционирует 30 военно-патриотических клубов, и они разрабатывают и внедряют эффективные формы, методы работы, да. Так, через военно-патриотические клубы ребята
ребята как бы способствуют развитию патриотизма и как бы призывают молодежь участвовать в патриотических мероприятиях, всяких акциях, и не только внутри колледжей и внутри, например, городских, да, а вообще в республиканских, всероссийских мероприятиях. Также нашей кафедрой воспитания профессионального образования разработана методичка, да, методическое пособие для работы военно-патриотических клубов, где мы хотим уже упорядочить работу всех этих военно-патриотических клубов нашей республики относительно профессиональных образовательных организаций. И наше пособие пока сейчас проходит научно-методическую экспертизу, и в следующем учебном году надеемся, что мы вышлем всем профессиональным образовательным организациям нашим методичку, и все уже будет понятно, как, что работать, как организовать работу военно-патриотического клуба, что должен сделать военно-патриотический клуб, какие документы нужны для того, чтобы как функционировать, да. И мы хотим охватить все 42 наших колледжа по нашей республике. Но все-таки вы акцент делаете на республиканские, да, больше колледжи? Да. Не на городские? Нет, у нас все колледжи являются республиканскими, государственными, поэтому их только отличает само направление подготовки и место расположения. На самом деле они все одного уровня и являются подведомственными учреждениями нашего Министерства образования и науки. Я имела в виду именно, которые в Якутске находятся, колледжи. Да, они имеют право участвовать. Вот у нас же не только педагогический колледж да, есть. Да, конечно. Они все участвуют, все принимают участие. Например, в городе Якутске у нас 10 колледжей же, да? И они все принимают участие? Они все принимают участие, просто некоторые не прошли отборочный этап. А в чем причина, почему не прошли? Ну, может быть... Вопросы сложные, возможно, были, да? Может быть, вопросы сложные. А какие вопросы задаются обычно? Так, вопросы в интеллектуальном этапе, по истории России. В этом году методисты исторического парка разработали. Вопросы были, да, каверзные вопросы и очень даже, сложные вопросы, по-моему. А какие, скажите, интересно же. Ой. Не помню. Не вспомнишь сразу так, да. Всего 30 вопросов, и там прям ограниченное время. Если за 15 минут не успеете ответить, все, сразу программа закрывается. А почему такие строгие условия, такие создали, такие временные рамки? Почему, наоборот, как-то, не помочь, и чтобы просто... Мы подумаем, да, когда будем разрабатывать положение пятых игр будущего года. И так в этом году мы мягче отнеслись, и, например, на финал прошли 15 команд, а так каждый год только 10 команд выходит на финал. И в этом году в связи с 80-летием Победы мы решили, что 15 команд выйдет на финал. И данные игры, данные соревнования включены в перечень 80 мероприятий к 80-летию Победы нашего Министерства образования и науки. Поэтому мы должны, конечно же, показать, что в системе среднего профессионального образования есть хорошие конкурсы, не только педагогического характера, но и для взрослых работников, но и для студентов. Кроме этих игр у нас еще есть студент года, да? В этом плане и студенческая весна, насколько я помню. И студенческая весна, да. Планируется очень большое мероприятие 9 мая, чтобы все наши колледжи вышли в ситцевых сарафанах, в одежде и станцевали вальс Победы. Хорошо бы, конечно, чтобы только на таких соревнованиях, да, молодые люди прикасались к оружию, к этой теме, и чтобы ничего такого не было в реальности, такой необходимости по-настоящему брать оружие в руки. А для вас, как для организаторов, что самое сложное, может быть, что самое приятное в том, что вы делаете для организации таких мероприятий? Одно надо. Все-таки мы говорим о воспитательной части образовательного процесса. В каждых колледжах техникумов, не только в колледжах техникумов, но и в школах есть программа воспитания, поэтому в них включаются такого рода различные конкурсы, состязания,
чтобы действительно студент вырос не только профессионалом своего дела, но и всесторонне развитым, знал историю Родины, знал, какие конкурсы есть не только в республике, но и в Российской Федерации. Спасибо большое. Наше время заканчивается. Я благодарю вас. Продолжим через короткие 4 минуты. Оставайтесь. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, мы продолжаем говорить про соревнования «Патриот», которые пройдут 20 и 21 февраля в селе Чурапча. И сейчас в нашей студии еще гости, которых я рада представить. Людмила Миронова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Чурапчинского аграрно-технического колледжа, соорганизатор соревнований «Патриот». Людмила Михайловна, здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Также в нашей студии студенты аграрно-технического колледжа село Чурапча, обладатели гран-при республиканских комплексных интеллектуально-военизированных соревнований «Патриот». Это Федор Кычкин. Федор, здравствуйте. И Анастасия Афанасьева. Здравствуйте. Анастасия, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам приехали так издалека. Давайте, наверное, начнем наш второй блок с того, как идет подготовка к соревнованиям в вашем селе. Ждете гостей? Еще раз добрый день. Подготовка к соревнованию на самом деле началась с прошлого года, учитывая, что это мероприятие республиканского уровня, мы подходим к организации с максимальной ответственностью. За это время мы работали над разработкой программы соревнования и созданием необходимых условий для успешного проведения соревнования. И мы уверены, что такой подход поможет нам организовать атмосферу здорового соперничества и продемонстрировать высокий уровень подготовки участников команды. И на данном этапе мы работаем, чтобы сделать данное соревнование по-настоящему незабываемым и значимым для всех, кто примет в нем участие. Впереди, конечно, много работы, буквально остаются считанные дни до начала нашего долгожданного финала, и хочется отметить, что с поддержкой нашего Института развития профессионального образования, с нашего коллектива мы все-таки достигнем поставленных нами целей, думаем. Конечно, как-то планку вам, наверное, не хочется, да? Да. Вы же победители прошлого года, и наверняка у вас есть и ставки, что вы победите и в этом году. Да, интрига сохраняется до сих пор. А кто же станет абсолютным победителем этого года? Я хочу спросить участников соревнований. В прошлом году, да, вы победили? Да. Вы победители Федор и Анастасия. Расскажите, пожалуйста, кто из вас захочет начать? Какие впечатления у вас остались от соревнований? Что вам это дало, что вы приобрели? И, может быть, какие-то этапы показались для вас интересными или сложными? На прошлогодних соревнованиях всего было 8 этапов. А из них самыми интересными были строевая подготовка, эстафета и перетягивание каната, потому что на этих этапах были самые бурные и захватывающие эмоции. Я лично участвовал в строевом и эстафете. В полевой стрельбе и в знании званий участвовали другие. Для меня самым интересным было перетягивание каната. Почему? Потому что все зависело от этого. В смысле, от этого это было самое такое соревнование, которое ключевое? Да. Да, это завершающий этап. Перетягивание каната. Самое последнее. Да. Но это вроде бы как же один из национальных видов спорта. Получается так. Да. Наверное, поэтому, да, больше как-то. Еще эстафета была тоже весьма захватывающей. Военизированная эстафета. Анастасия, вы почему решили принять участие в таких соревнованиях? Вроде бы как это больше к мальчикам такие соревнования. Потому что я со школьных лет принимаю участие в военизированных соревнованиях, и мне здесь нравится то, что здесь чувствуется дух команды, сплоченности и общих интересов.
Вот соревнования будут проходить в Чурапче, где вы живете, да, там есть ваши одноклассники, есть ваши друзья, родители, да, и, наверное, вам будет проще выступать, да, вот, ну... Родные стены. Да, родные стены, и есть поддержка. Вообще вход на соревнования, соревнования закрытые, да, туда нельзя прийти поболеть за участников. Да, да. Нельзя. Да, нельзя, потому что по каждым этапам допускаются только руководители и команды. Но тогда немножко все-таки сбалансировано, да, потому что из других городов будут только преподаватели как группа поддержки, тогда вроде бы как. Да, совершенно верно. Эти соревнования, они носят цель, да, почтить память тех, кто погиб, не вернулся с срочной военной операции. Верно? Да. Может быть, мы назовем сегодня имена тех, кому посвящаете вы эти соревнования? Об этом очень трудно на самом деле говорить. Эдуард, наш коллега, был, да, и он работал преподавателем, замечательным преподавателем был, молодым специалистом и активным лидером правкома нашего колледжа. Он умел находить общий язык со всеми. Есть такая категория людей, которые легки всегда на подъем. Вот. Он был из числа таких людей. Он был всегда за, а я не помню такого, чтобы он когда-то кому-то отказывал. Вот. И, конечно же, он был любящим мужем и отцом. Альберт Авксентьев, он являлся нашим выпускником, и после учебы он продолжил свою карьеру в нашем колледже, работая водителем, что показало его преданность, да, и желание оставаться в нашем коллективе. Вот. И Альберт отличался своей скромностью и ответственностью. Он прям никогда не отказывал тоже ни в чем и оказывал свою поддержку всем, кто в ней нуждался. Еще раз повторюсь, что говорить об этом очень сложно, потому что люди совсем молодые, вся жизнь впереди, мы на них возлагали надежду. И хочется сказать низкий поклон их родителям, женам за храбрость, отвагу, мужество их сыновей, мужей. Вот. Да, я, конечно, разделяю ваши эмоции, и все это больно, очень больно. И Эдуард и Альберт, они были также участниками военно-патриотического клуба, который на территории вот вашего учебного заведения? Нет, Эдуард, еще раз повторюсь, он был нашим коллегой, он работал молодым специалистом. А Альберт, он выпускником нашего колледжа, потом уже продолжил свою карьеру, работая в нашем колледже. А сам клуб кто-то организовывает, как он появился, и кто там преподает, раз он такой сильный, что ваши участники одержали победу в прошлом году? Наш клуб «Доблесть» называется. Он был создан 18 октября 2023 года. И основная цель нашего клуба — это воспитание у молодежи чувства патриотизма, лидерских качеств и ответственности. Вот, руководит клубом преподаватель, сейчас уже, раньше было ОБЖ, да, сейчас преподаватель защиты Родины, ОБИЗР называется вкратце. Руководителем является Карпов Владимир Николаевич, и на данном сейчас 28 воспитанников, основной состав, конечно же, юноши. Но есть такие девочки, которые вот такие, как Настя, изъявляют желание вступить в наш клуб. У нас нету такого, чтобы провести какие-то такого рода кастинги, отборы, да. Главное, чтобы у учащегося было желание вступить в наш клуб. Настя, насколько популярно вот в вашем техникуме находиться в этом клубе, состоять в его, быть его участником? Насколько это, кажется престижно, я не знаю, как-то, или что-то, какие-то бонусы, может быть, там как-то учителя вас поощряют, что отпускают на какие-то такие вот соревнования или на подготовку к соревнованиям?
Довольно популярно. А чем это так интересно? Вот зачем это нужно? Вот для вас? Ну, мне лично нравится это сборка автомата, а также пулевая стрельба, потому что я это с детства интересуюсь. Поэтому выбрала военно-патриотический клуб вступить. В первом блоке организаторы этого мероприятия говорили о том, что самое первое, ключевое, это пройти интеллектуальный, тест. Значит, Первый отборочный этап. Да, отборочный этап. Значит, нужны определенные знания, чтобы за 15 минут ответить на 30 вопросов. Это же сложно подготовиться? Да. Какие вопросы там в этом тесте? И какие для вас показались, может быть, сложными? Или наоборот, все было очень просто? Ну, там вопросы это звания воинские, истории России, а также были вооружения военные. Армейские, корабельные звания, воинские звания. Ну, это надо хорошо прям подучить. Да. Это все преподают в вашем клубе? Ну да, приходится. Людмила Михайловна, вы, пожалуйста, мне помогайте. Может быть, есть какая-то информация, которую Анастасия и Федор подготовили, но сейчас немножко смущаются, и вы им поможете рассказать. Да, на первом этапе, как было сказано в первом блоке, да, всего приняло участие 150 участников. Если ранее на финал выходили всего 10 команд, а в этом году вышли 15 команд. Что... Вы сказали, даже как будто бы они чуть-чуть смягчили условия прохождения. Да. Но вопросы, в принципе, да, мне кажется, не очень такие сложные были, если ребята подготовленные, если ребята знающие, да, которые вот посещают военно-патриотические клубы, они все должны знать вот эти воинские звания, корабельные звания и так далее, историю России и так далее, да. Вот. И не только там интеллектуальный этап был, там еще... Нет, я путаю. Я хотела еще отметить, что мы являемся абсолютными победителями не только прошлого года, мы еще являемся победителями 2021 года. То есть переходящий кубок у нас находится уже второй раз. Это было начало самое этих соревнований. Да. Тогда еще были времена пандемии, и этапы все проходили в дистанционном формате. То есть, как это интересно? Да, вот это самое интересное. Все участники предоставляли в формате видео, да. Так, что мы отправляли? Мы отправляли смотр песни из строя. Далее мы отвечали, также интеллектуальный блок был, и отправляли видео с общей физической подготовкой. Это где разборка, сборка, да? Да. Магазина. Там еще комплексные силовые упражнения были. И также, как сказать, положение, оно не меняется. Но единственное изменение в этом году, как было уже сказано, да, это использование беспилотных летательных аппаратов. Тоже вне зачета. Это как апробация. Это, потому наверное... что со следующего года уже как будет в зачете. Это, наверное, сейчас необходимое. Да. Угу. Потому что это используется как в мирных, так и в военных целях. Это, к сожалению, сейчас уже как требование, да. Мы все, не то чтобы все, молодежь, они вот получается требования нашей жизни сейчас, нынешней жизни. Вы в этом году будете, Анастасия и Федор, участвовать? Да. Тоже участвуете? Mm-hmm. Получается, одни и те же могут участвовать каждый год? Да, конечно. И также могут участвовать и те, кто пришел первый раз? Да. Mm-hmm. Но тогда у вас точно есть преимущество, потому что вы уже знаете, как этот конкурс будет проходить, с чего это будет начинаться. Тогда уже большой бонус и больше шансов победить другие команды. Ну да. Есть в этом что-то. Федя у нас является командиром команды. И готовятся ребята днем и
и ночью, да, так, как говорится. 2 дня, это получается с утра будет начинаться мероприятие, да? Начинается оно с чего? Вот заходят вот такие все одетые по-военному, да? Студенты, команды, и они шествуют, да? Да, Проходят. да. Ну, как обычно, мероприятие начинается с торжественного открытия. Там будут приглашенные гости, все участники и родители наших коллег, нашего выпускника, да, приглашенные гости. И все такие красивые, нарядные члены клубов зайдут. Потом... А на форму тоже уделяется внимание, у кого насколько хорошая форма там, или дорогая она, да? Ну, не то чтобы дорогая, просто по соответствии, какая должна быть форма у участников клуба. Ну, это вот идеальные, да? Да. Это, на наш взгляд, идеальная форма, потому что все на месте, все по требованию и все новое. А те, кто ходит в клуб, они сами эту форму добывают, или вы как-то заказываете? Или Мы заказываем. Это шьется специально, да? Да. Вот прошли вот такие красивые команды. Дальше идет следующий. Далее, после открытия, сразу мы проводим жеребьевку. Потом сразу приступаем к смотру песни и строя. Все 15 команд. Это каждая команда проходит, поет песню. Да. Это долго. Угу. Мы не обязываем, да, именно какую песню они будут петь. Команда выбирает. Какую обычно поют и какая песня вот в исполнении вашей команды? «Полки идут стеной». Это песня, которую мы будем петь. И еще в прошлых играх мы пели... У солдата выходной. У солдата выходной. А кто выбирает песни или как вы сами? Даже такие песни, несовременные. Я помню такой момент, когда мы сидели в аудитории с ребятами и выбирали песню. И у нас в классе стоит такой большой, огромный телевизор, и мы включили караоке, и под это караоке мы выбирали песню. А потом, я не помню кто, но один студент предложил именно эту песню «У солдата выходной», и на наш взгляд песня у нас получилась отменной. Ну, это такая хорошая, бодрая песня, да? Да. У нас остается чуть меньше минуты до конца эфира. Может быть, хотите буквально там 2-3 слова сказать в завершение? Хочется сказать всем руководителям, которые приедут к нам в Чорапчу, что, еще раз скажу, у нас сохраняется до сегодняшнего дня интрига. Остается буквально несколько дней. Считай, у нас сегодня понедельник, вторник, среда. Получается, Сунтарский технологический колледж сегодня уже выехали. Так, те, которые издалека, они уже 18-го у нас заселяются. А потом 19 февраля все команды уже будут на месте. 19 февраля вечером мы проведем генеральную репетицию. И Мы уходим уже. Спасибо за внимание. Всем хорошего вечера.